Время 15:20. Очередной самолет сел в аэропорту Магас. На этом рейсе два особых пассажира, участники Олимпийских игр в Токио. В числе первых с трапа самолета выходит триумфатор Олимпиады Муса Евлоев. На груди у спортсмена сияет долгожданная золотая медаль. Олимпийцев встречают как героев, они и есть наши герои. Муса Магушков уже долгое время является лидером сборной России по дзюдо в весовой категории 73 килограмма. И уже 13 лет входит в топ лучших дзюдоистов мира своего веса. Олимпийцы, как и все спортсмены, немногословные. Они привыкли показывать свои умения на борцовском ковре и татами. Родные, близкие и просто неравнодушные окружили нашего чемпиона. И лишь после того, как он сел в машину, нам удалось задать несколько вопросов. Муса, каково возвращаться на родину в статусе олимпийского чемпиона? Я в таком статусе впервые прилетаю. Конечно, я в 2016 году Хасана Халмурзаева встречал. Тогда у меня была мечта также прилететь, чтобы мои родные земляки, мои родные братья, чтобы меня также встречали. Очень приятно, когда вот столько людей приехали поддержать. Еще определенный стимул, да, чтобы не останавливаться. Иншаллах, дальше будем двигаться. Будем готовиться на следующие Олимпийские игры? Не только на Олимпийские игры, еще на другие соревнования будем готовиться, чтобы радовать своих земляков, родных, близких. Это, конечно, радует меня. Вот здесь сейчас собралась многотысячная армия твоих поклонников. Что бы ты им хотел сказать? Каждом олимпийском цикле не только один олимпийский чемпион, чтобы у нас много олимпийских чемпионов было. У нас маленькая республика, и чтобы наш народ гордился нашими олимпийскими чемпионами. Колонна с олимпийцами долго не могла выехать с территории аэропорта. Каждый пытался сделать фото с чемпионом и подержать в руках золотую медаль. Только после выезда на федеральную трассу М-29 колонна смогла набрать ход. До того много было встречающих чемпиона. А тем временем сотни людей собрались на площади Алания в Магасе, чтобы встретить олимпийского чемпиона. Этой большой победой он обрадовал не только нашу маленькую республику, но и всю страну. Каждый, кто смотрел поединки Евлоева, болел за него и искренне радовался золотой медали. Каждый сознательный человек понимает, что очень много государств на планете находится. Но чтобы вот так вот это государство воспитало, вырастило олимпийского чемпиона, это многое говорит, это многое значит. Это большой стимул для наших детей, для подрастающего поколения. Муса воздухое, то цанулись талкины, да что кахигиш, да просто так качаясын, газ, но хата дарик Аллах кахитым би, дарик бахан долуш, но сукахига, что хосхам да тахан, ве мог таби замик марк мог басве, стан суяха, сдохка. Здесь и именитые спортсмены, олимпийцы прошлых лет, которые пришли поддержать Евлоева. Они сами прошли через этот труд и олимпийскую награду. И теперь поздравляют Мусу Евлоева в этот важный день. Сегодня большой праздник, не только для спортсменов, а для всей нашей республики. Мы сами видели, наблюдали, как мы смотрели Олимпийские игры, как выступал наш земляк, наш брат Муса Евлоев. И, конечно же, мы и многие, как сегодня мы видим, мы встречаем чемпиона, мы встречаем нашего нового олимпийского чемпиона. Алхамдулилlah, то, что у нас из нашей маленькой республики каждый раз у нас новые олимпийские чемпионы. Дальше, еще чтобы мы на этом не останавливались, самое главное. Я бы сказал Мусе, чтобы он не останавливался на достигнутом. Пока есть здоровье, пока есть силы, чтобы он ставил перед собой новые цели и завоевывал чемпионаты мира, Олимпийские игры. Через 3 года в Париже опять Олимпийские игры. Я знаю, у Мусы есть цель. И, конечно, мы будем делать дуа за него, болеть и всеми способами помогать ему, чтобы он добился этого. Так что, далята Баху, Муса. Удачи тебе. Победой Мусы Евлоева вдохновились тысячи молодых ребят, которые тоже планируют связать свою жизнь со спортом.
ديك ديات سوينا ويغوان قما داريا صوتن. Ну вот колонна с олимпийцами заезжает в Магаз и приближается к своей окончательной локации – площади Согласия. Здесь спортсменов встречает глава региона и провожает их на сцену. Один за другим вслед за ними туда поднимаются другие наши олимпийские чемпионы. Я очень рад, что сегодня мы собрались чествовать олимпийского чемпиона Мусу Евлоева. Он сегодня олицетворяет не только Республику Ингушетия, а всю Россию. Вот я как-то наблюдал, почет от Калининграда получается до Камчатки у нас. Министр обороны вручил ему очередное звание старший лейтенант. Сегодня я хотел бы зачитать поздравления Мусе Гилановичу. Направил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Его победа позволила подняться нам на 5-е место в медальном зачете Олимпийских игр. От души поздравляю вас с триумфом. Вы много упорно трудились, чтобы завоевать высокий титул олимпийского чемпиона. В финальной схватке с опытным, именитым соперником продемонстрировали железную волю, отточенную технику и нацеленность на успех. Это уверенная блистательная победа. Отличный подарок для ваших тренеров, наставников, для всех любителей греко-римской борьбы, всей нашей стране. Молодец, так держать, пишет и поздравляет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. С своей стороны, хочу вам сказать, наверное, не было у нас в республике жителя и за пределами, кто бы не болел за Мусу. Сегодня, хочется сказать, завоевав золотую медаль в Токио, Муса стал 5-м чемпионом, олимпийским чемпионом за всю историю ингушского спорта. Сбылась не только твоя мечта, Муса, но и сбылась твоих болельщиков мечта. Сегодня мы празднуем и гордимся тобой лично. И сегодня приглашены также наши олимпийцы, которые в разные года принесли тоже славу России и нашей республике. Каждый человек переживал и тогда за тех олимпийцев, и сегодня за тебя. Мы видели, что абсолютно несправедливость надуманными какими-то выдумками, фейками лишили нас государственного флага Российской Федерации. Гимна лишили. Это вообще непостижимо. На все придуманных каких-то абсолютно неподтвержденных фактов. И это еще больше наложило ответственность. И знаете, она не повлияла на психику наших спортсменов. Они наоборот собрались и победили. И конкретно Муса Евлоев. Я сегодня хочу сказать большое спасибо тренеру Кадилову Давиду Акоповичу. Я надеюсь, что победа Мусы Евлоева привлечет спорт в залы большое количество детей. Сегодня для вас пример лично олимпийский чемпион и наши олимпийцы, которые говорят вам просто своим присутствием, своими победами. В зал надо идти, на спортплощадке надо идти. Мы должны продвинуться, у нас должны быть много спортсменов. И тогда у нас будет больше олимпийцев и чемпионов. Но ведь мы знаем, что двукратный чемпион мира Муса у нас и Европы. И после этого, по-моему, полный набор. Но я думаю, еще следующую Олимпиаду мы должны во Франции, насколько я помню, будет, да? В Париже черный. Сюда вот молодежь, она сегодня должна настроиться на Париж за медалями. И не одну, а вот в целом, общей командой
России. Я говорю, Россия – это сила. Вот что у нас есть. Когда мы едины, мы непобедимы. Вот в чем сила наша. Мы впереди, мы будем впереди. Если у нас есть такие, как Муса Евлоев. После поздравления звучат от олимпийцев, которые открыли путь для ингушей на вершину Олимпа. Сегодня вот победа Мусы, она как бы очередной шаг. Очень уверенная, красивая победа с очень прекрасным предисловием, 2 чемпионата мира. Это просто роскошно. Мы все ждали этой победы. И я единственное, когда вот этот процесс шел, честно говоря, мы уже поздравляли друг друга с золотой медалью. Но думаю, не дай Аллах. Вот бывает же всякое. Вот Али Алиев 6 раз, или сколько там он выступал, 9 раз выиграл чемпионат мира. Несколько раз на Олимпийских играх, так он и не стал даже призером Олимпийских игр. И думаю, не дай Всевышний нашего зацепит. Но уверенная победа и вообще знаковая. Вот он, я говорю, он даже и сам весь у нас золотой, да, такой рыжий, золотой. Поэтому я искренне поздравляю родственников, я поздравляю всю республику. Сегодня на самом деле большой праздник, что у нас есть новый олимпийский чемпион. В нашем ряду прибыло, как говорится, и 5 человек за всю историю ингушей, олимпийских чемпионов. Это на самом деле круто. Для такой маленькой, небольшой нации, небольшой территории воспитать, вырастить такого чемпиона, это дорого стоит на самом деле. Я поздравляю всю нашу республику с очередной золотой медалью, которую принес Муса Евлоев, Алтея Беркатиева и Аят Тубаков. Это большое достижение. Я также хочу поздравить уже 2-кратного участника Олимпийских игр Мусу Могушкова. Я, честно говоря, на Мусу Могушкова равнялся. Я всегда удивлялся его дисциплине, как он пашет, как он тренируется. И всегда себе пример ставил его. И когда боролся в Рио-де-Жанейро, готовился на Олимпиаду, на чемпионаты мира, на Европы. Поэтому, Муса, я тоже поздравляю, Алтея Беркатиева. Это наша гордость, как и все 5 олимпийских чемпионов, так же как 2 призера и еще с Мусой, Муса Могушков и Магомед Мусаев, наши участники Олимпийских игр. Я это говорю из-за того, что знаю, насколько сложно попасть на Олимпийские игры. Миллионы спортсменов с этой мечтой покидали спорт, даже не становляясь участниками Олимпийских игр. Это для нас большой праздник, мы должны этим гордиться. Алтея Беркатиева, поздравляю всех. Муса Евлоев принес для сборной России первое золото Олимпиады в спортивной борьбе. Тем самым открыл путь для других российских борцов. Эгер халқы шоқат жадалырдех асы шон соғутте вашта цидалыра, шын дог воздак вашта цидалыра. Дал хвастым бы удох кочденен, везамик до учкамын эгер дикаю, тужаю, овоныш, мусай дахёк вашта далыра. Дал беркет йол мотик Муса. Дал этехте до ачханы, ему тулумыш еш мудолдвай кама. Бартыл алурсу масняне штоз бартыц безим истоты эцера. Каста бартыл алурсу сайтейк миншнаха вай патчаха калимату Мухаммад Алин Министерство спорта халкмявоуч дашлакой ала Чингизия клубе халкмявоуч бархой джабря ала татью муслима сунцухоуч дукхубу хамдак ляцанах девряс халшан дал ешмудолвай маснян вай мехка Коствалыр зембы, ешер зембы, дал хвастым бе, дал худ хребов, таба хождетку, дал эндали. Деврия скалша вознел. Мы очень благодарны. Хочу пожелать всем здоровья, поблагодарить Мусе родителей, что воспитали такого достойного сына, брата Исе Евлоева, который всегда рядом с нами. Так что всех поздравляю, у вас очень достойный сын ингушского народа. Еще раз вас всех поздравляю с олимпийским золотом, радуйтесь, празднуйте. Таких побед, чтобы у вас в республике больше был.
Мы и дальше будем радовать вас с Божьей помощью. Поэтому вас всех с праздником, поздравляю всех. Мы сегодня с вами встречаем нашего героя, земляка, нашего брата, моего односельчанина Мусу Евлоева, который не просто так, а заслуженно стал чемпионом мира, олимпийским чемпионом, чемпионом Европы, прошел все стадии, и сегодня мы его встречаем, олимпийского чемпиона. Я хочу от души поздравить его, пожелать, чтобы он еще раз в Париже, как здесь мы говорили, стал и радовал нашу республику, нашу страну. Наступает самый волнительный момент праздника. Мусе Евлоеву вручают ключи от автомобиля, а также орден за заслуги республики. А тренеру Давиду Кадилову сертификат на 1 миллион рублей. Еще долго люди не расходились с площади Алания. В честь большой победы ингушского танка пели песни и танцевали лезгинку. А уже вечером олимпийские чемпионы Муса Евлоев и Хасан Халмурзаев побывали на аллее спортивной славы. В торжественной обстановке чемпионы оставили свои отпечатки рук и автографы на памятных плитах. Муслим Ганиев, Зелимхан Калоев, Микаил Тангиев. Новости 24.